И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас особенный выпуск. На этот раз отдыхаем в Коми не в гостях, как обычно, а наоборот. Принимает гостей со всей республики на такой прекрасной туристической выставке ярмарки «Отдыхаем в Коми». Представить свой товар, туристические маршруты, базы отдыха приехали представители практически с каждого района нашей республики. Ладно, друзья, сейчас я попробую иван-чая. Настоящего коми иван-чая. Настоящего коми-чая от Митрофаныча. Очень такой крепкий чаек. Ароматный, это 100%. Как будто лес побывал в моем рту сейчас, на самом деле. Александр Митрофанович уверяет, его настой из иван-чая повышает иммунитет, нормализует давление и, в общем-то, даже повышает потенцию. Последний фактор особенно завораживал и останавливал посетителей выставки у его стенда. Кто вложит в меня деньги, тот будет миллиардером, не миллионером. Но нет инвесторов, представляете, я разработал такую технологию, то есть лес целый и люди все в шоколаде. Всевозможные напитки, настойки, травы и прочие целебные рецепты. Народная медицина всегда была в почете, недорого и практично. А пробовали вы, дорогие телезрители, Ударскую природную соленую воду из Мучкасского озера? Я попробовал, это весьма специфично. Все безопасно? Безопасно, конечно. Все. Соленая водичка? Соленая А это вода. где? Откуда это она? Что там раньше было? Завод? Завод. Завод? Может, это от завода осталось, нет? Нет, конечно, вы что? После вкусных настоек и напитков можно и сытно покушать. На ярмарке представлены хлебобулочные изделия, выпечка из свеклы и моркови. Ну а для особых гурманов рядом расположился и Коми фастфуд. Это коми-бургер, да. Коми-бургер из чего он сделан? Есть рыба, есть мясо. Котлета с мясом с рыбой, огурец, помидор и соус. А что за соус? Мы не знаем. Насытившись, в принципе, можно уже и планировать свой отдых. Кнешпогосский район, его представители заверили нас, у них есть на что посмотреть. И действительно. У нас есть несколько маршрутов. Маршрут в старинное село Турья, маршрут в село Серегово, маршрут в село Онежье. Очень много маршрутов. У нас вот есть такой прайс-лист, да, по городу Емва. То есть здесь у нас все, видите, представлено. Ну какое путешествие без стилистических атрибутов? Здесь же нам предложили и сувенирную продукцию. И вот выходишь в такой шляпке на улицу, тебе не жарко и дождь не мучает, хотя тут парочку дырочек есть. Но все-таки как изящно ты выглядишь, и все будут спрашивать, откуда у тебя такая шляпа? А я скажу, из Кнешпогосского района. Так что да, можно вам звонить и заказывать такие шляпки. Отлично. На выставке предлагали огромное количество всевозможных туристических туров и абсолютно разных видов, так что найти для себя подходящий отдых мог каждый. Гостевые дома, озера, пруды, живые фонтаны, горы. Республика славится своей природой, и туристический потенциал ее, как уже неоднократно заявляли, огромен. Вы знаете, именно благодаря таким выставкам, благодаря контактам всех субъектов туристической отрасли, туристического бизнеса, и получится дать новый толчок и новый импульс развитию этой сферы. Сферы жизнедеятельности Республики Коми, сферы экономики, хочу отметить, Республики Коми. Замечательный отдых предложил нам Усть-Куломский район, к примеру, в деревне Пузла. Там есть природный фонтан, который бьет прямо из земли и достигает иногда высоту 4 метров. И это лишь малая часть туристических возможностей района. Мишкин лес, это база отдыха, находится в селе Малые Аны, возле маленькой речки Аны, куда можно будет приехать, чай пропить. Очень хорошая, радушная хозяйка вас встретит, угостит, баньку у вас для вас истопит. Смотрю, тут вон с овечками. Да, это фермерское хозяйство, она занимается около 20 лет этим, поэтому можно будет и на лошадях покататься, и с овечками, и свинок посмотреть. На ярмарке проходили всевозможные мастер-классы. Можно было, к примеру, сплести вот такого снегиря или научиться готовить коми-шанги. Участвовали как взрослые, так и дети. Последние с особым энтузиазмом раскатывали ржаные лепешки. Я же в это время творил поделки на наковальне. Счастливая монета.
принесет мне счастье и удачу. Особенно раскрывается ее удача на традиционном ижемском празднике Лут, рассказали по секрету представители Ижемского района. Так что это отличный повод организовать себе путешествие на этот древний праздник. Мы празднуем начало трудовой сенокосной страды, да. А праздник невест – это одна из составляющих. То есть он есть, этот праздник невест, да. Так что, пожалуйста, в качестве жениха. Рядом с выставкой работала также и киноплощадка Cinema Tour. Там показывали видеоролики и фильмы о возможностях природного туризма Коми. Не прошло мероприятие без аналитики. На протяжении 2 дней между участниками выставки проходили круглые столы на различные темы. Развитие водного туризма в Республике Коми или развитие социального туризма в республике. Кстати, приняли участие в одном из таких гости из Республики Беларусь и Финляндии. Отметили колоритность, добродушие ваших людей, как вы с любовью относитесь не только к себе, но и к вашим гостям. Второй день выставки, ярмарки «Отдыхаем в Коми». Я ничуть не устал, друзья, а я знаю, в чем секрет. Это все чудодейственный иван-чай. Так что пойду я схожу еще за одной порцией. Второй день начался с концертной программы, конкурсов и различных мастер-классов. Отличное начало рабочего дня, так сказать, бодрящее. Я же погрузился в ботанический мир. Прямо на выставке можно было посмотреть на редкие семена растений через микроскоп. Есть такое растение, вот в лесу не раз видел, оно похоже на чернику. Один такой. Вороний глаз 4 листьев. Это есть, да? Это и есть вороний глаз 4 листьев. Это если его съешь? Очень ядовитое растение. Ну, я думаю, что от одной ягодки вы ничего да? не почувствуете. Ну, потому что я ел. Не Все равно ведь ученые раньше ели их или... Ну, пробуют и вакцину на себе испытывают, вы это тоже да? знаете. Но Серьезно? иногда это оканчивается очень печальным образом. Поэтому лучше не стоит экспериментировать на себе. А лучше экспериментировать на животных. Например, крысы, мыши, кролики. Бедные животные. Ученым, видимо, мне не стать. Ну, не поднимается у меня рука на бедных мышат и крольчат. Лучше буду просто любоваться на редкие коми-растения. Здесь на ярмарке мне одна птичка нашептала, что в следующем году я обязательно куда-то поеду отдыхать. Но куда, я сейчас узнаю. Здесь, да, здравствуйте, у вас гадают на путешествие, можно сказать, да? Да, здесь можете вытащить, куда вы поедете в следующем году, в 2017 отдыхать по Республике Коми. Ни за что не угадайте, что я вытащил. Это было так неожиданно. В 2017-м я поеду отдыхать в Сыктывкар. Вот так судьба балует меня. Я думаю, сейчас там будет экскурсия по Ижемскому району, нет? Нет, у нас такого нет пока. Нет? На этот раз я вытащил поездку в Воркуту на День оленевода. Ну что ж, Воркута, жди меня. На ярмарке также поступило отличное предложение отправиться в путешествие на Уральские горы. Предложение весьма заманчивое, но, вероятно, затратное. Совсем недавно я представлял свой маршрут Народа-Монорага в Санкт-Петербурге, где первый вопрос, который мне задавали, почему так дешево. Сезон 2017 года это будет в районе 20 тысяч. Стоит полный комплект от Сыктывкара до Сыктывкара с проездом, со страховкой, с питанием, со снаряжением, то есть полностью. Финальной точкой выставки «Отдыхаем в Коми» стало подведение итогов республиканского конкурса «Лучший проект в сфере внутреннего и выездного туризма в Республике Коми». И, конечно же, награждение победителей. Давайте поаплодируем, уважаемые друзья. Одним из главных призов был вот этот современный спортивный велосипед. За 2 дня выставки здесь побывало около 3000 человек. На выставке были представлены 12 муниципалитетов, 37 субъектов туриндустрии. Это в очередной раз доказывает, наша бескрайняя республика просто создана для туризма. Так что отдыхаем в Коми, друзья. Увидимся.